Наша семья, династия Камаевых, посвятила образованию более 250 лет. Мой папа, Камаев Исхак Сибгатулович, учитель истории. Он закончил Горьковский педагогический институт. Мама Азизова Гаферя Аляуддиновна проработала всю жизнь учителем начальных классов. Награждена орденом «Знак почета». Ей в Москве вручал орден Калинин. Мы всегда любовались ее орденом, там золотыми буквами написано на ордене СССР. Вы знаете, я всю жизнь на них равняюсь, потому что это удивительные были люди, что мама, что отец. Отца нашего по доносу перед войной арестовали. Он был в Мурманске, сидел как враг, а потом репрессирован был. Потом началась война, отец написал заявление, добровольцем ушел на фронт. И он в 1943 году совершил подвиг. И за это должны были представить Героя Советского Союза. Но отец, думая о нас, о детях, потому что был репрессирован, попросил заменить эту награду восстановлением в партии. И его восстановили в партии со всеми довоенными стажем. Вернулся и сразу директором школы стал работать. И он на войне был учителем. И он в перерывах между боями собирал вокруг себя неграмотных татар, неграмотных казахов, узбеков, киргизов. И он им объяснял линию партии, эти действия на фронте, и обучал их родному языку, русскому языку. То есть он никогда не забывал свое дело. В семье у родителей моих детей 6, а я 4 по счету. Старше меня Венера Искаковна. Она всю жизнь работала учителем в деревне, потом перебралась в Москву. В Москве работала учителем татарского языка. Татарский язык вела так, что набралось очень много учащихся. Уроки я начинала с вокала татарского языка. И я научила их петь детскую песню. Niye irte tırasın, naile yatkan yıklarga, Синаны уятасың. Вот все звуки взяты. Я так научила детей звучать правильно на татарском языке. На каждом уроке я вела какие-то игры, пела песни, и дети научились петь. Благодаря этому дети полюбили меня, мои уроки. Руководство Татарстана, Урал Шарипов ходили в департамент образования и получили разрешение открыть нам самим школу. Урал Эфенди обратился ко мне: Венера Искаковна, нам нужен директор теперь. Он искал, не нашел. Но ко мне приходили очень много ученых, грамотных. Я Урал Эфенди говорила: это не годится для школы, это не учитель. Но я вам дам один телефон, поговорите, пожалуйста, если она согласится стать директором и построить эту школу, я буду очень рада. Я дала телефон Леммы Исхаковны Ерфановой. Он обратился к ней, а она отказалась сначала. Это даже 96-й год был. Я не соглашалась, я работала, уважаемый педагог в 522-й школе на Юго-Западе. И Венера очень просила: пожалуйста, иначе дело провалится, некому вести будет. Но я согласилась тогда. Продолжала работать в 522-й школе и вела работу этой школы. Нам выделили здание старого детского садика. И потом стали мы заниматься в этой школе. Но детский сад есть детский сад. Как можно в детском саду заниматься? Проходные классы. В один класс занимается там математикой, а тут проходят другие дети. И я начала писать Шаймиеву.
тогда президент Татарстана. Шаймиев узнал, что в Москве есть татарская школа. И тогда он срочно, когда приехал на Совет Федерации в Москву, тогда они с Лужковым были друзья, он сам написал уже письмо на имя Лужкова с просьбой построить здание татарской школы. И вот в 2007 году нам построили вот это здание. Когда уже школа в 1997 году открылась, я позвонила сестре Надире. Я говорю, ты литературный институт закончил, ты переводчик с татарского языка. У нее есть переводы. Я говорю, давай вести татарский язык и открывай музей татарского быта, культуры быта. Я в 1966 году закончила школу и очень гордилась, что у меня родители в селе учителя и работают в школе. Конечно, вечерами, когда мама сидела над тетрадками, мне очень хотелось тоже так же проверять тетради учеников. А уже с детства уже решилась, как и старшие сестры, стану учителем. После школы я переехала в Москву, поступила в литературный институт имени Горького. В том году как раз татарское отделение открылось. И я оказалась среди переводчиков татарского языка, художественной литературы. Лем Исхаковне нужны были еще учителя. А таких учителей в Москве не было татарского языка. И она меня пригласила сюда работать. Здесь я с большой любовью работала учителем татарского языка. Огромный интерес был. Я открыла музей татарского быта. Здесь маленький музей небольшой. Каждый год были джалилевские чтения. Мы читали стихи великого поэта. И этот день мы посвящали Мусе Джалилю. Еще очень много мы ставили концерты. С этим концертом мы ездили по Москве. В общем, мы развивали татарскую культуру. Язык – это корень народа. Нам хотелось, чтобы это сохранилось в Москве. Нас в Казани называют островком татарского народа, вот эту школу. Поэтому продолжает сейчас это дело Роза Феровна. Я надеюсь, великолепно идет. Я с детства понимала, какая это уважаемая профессия – быть учителем. И в то же время я понимала, что мой род, мои дедушка с бабушкой, мои родители, они были очень любимы. Я, как часть этой педагогической династии, я должна была жить так, чтобы они не краснели за меня. Вот это самое главное для меня было. Я школу заканчивала золотой медалью, потому что я по-другому не могла. И в то же время я понимала, что я не хочу быть педагогом. Бабушка, когда я закончила школу, она говорит, ну, давай, Розочка, поступай в педагогический или в медицинский. Я говорю, педагогом я не буду, потому что это очень тяжелый труд и большая ответственность. Я поступила в Казанскую консерваторию, стала вокалисткой. И посвятила себя пению, потому что мама пела очень красиво, и, естественно, она меня научила петь. Я стала певицей. Я до 1983 года работала в Казани, в Казанской филармонии, в ансамбле песни и танца, а потом переехала в Москву, работала в Москонцерте, в татарском ансамбле «Хаял». И когда началась подготовка к открытию татарской школы в Москве, мама уже там преподавала татарский язык, я пришла и преподавала 4 года в воскресной школе пение. Потом, в 1997 году, когда школа открылась, и школу возглавила Лема Исхаковна Герфанова, мамина сестра, и школа уже как бы, она есть, и я могу спокойно заниматься своим любимым делом, пением, но я не оставляла это дело. И год проработала в этой нашей школе заместителем директора по воспитательной работе и опять вернулась на сцену. В 2011 году Лема Исхаковна предложила мне вернуться в школу. Как раз было вакантное место заместителя директора по воспитательной работе. Я с удовольствием вернулась.
И очень рада, что вернулась. И я понимаю, что мы делаем очень большое дело по сохранению своего народа. А в 2016 году Лилия Исхаковна ушла на заслуженный отдых и предложила меня заместить уже ее, чтобы передали в мои руки школу. Я к тому времени была уже аттестованным заместителем, и в 2016 году, в декабре, меня назначили директором. Я еще не очень много знала, и опыта работы руководителем у меня не было. Но почти год Лилия Исхаковна находилась рядом, она еще в школе оставалась советником, и в то же время коллектив меня поддержал во всем, и они мне очень помогали. Рада, что при Лилии Исхаковне сложились великолепные традиции в школе. Мы стараемся продолжать и приумножать эти традиции, какие-то нововведения. За это время у нас контингент увеличился, к нам тянутся дети тюркоязычных народов, потому что это родственные языки. И они все изучают татарский язык. И я рада, что мы до сих пор сейчас сохранились как самостоятельная единица и можем предоставить татарам Москвы такую возможность реализовать свое конституционное право изучать родной язык. Я понимаю, что быть педагогом – это значит воспитать человека, наставить на какой-то правильный путь, чтобы этот человек не потерялся, чтобы на этого человека мы могли опираться в будущем сами. И вот я понимаю, что это очень важно, чтобы ребенок нашел свое место в жизни, и оно было правильным, чтобы ребенок был счастлив. Когда ты отдаешь свои знания детям и в ответ видишь благодарность от детей, это наивысшая, наверное, мера твоего счастья и твоего труда. Моя педагогическая деятельность началась очень достаточно интересно. В детстве, когда бабушка приезжала к нам в гости, жила у нас долгое время, месяца 2, она учила меня арабскому языку. Изначально я не думала, что я стану педагогом, но когда мы занимались с бабушкой, была маленькая, я вроде как знала, что она учительница, я составляла журнал, писала какие-то фамилии, выставляла оценки. Но это были такие детские какие-то игры. И так как папа был математик, то больше влекло меня все-таки в технического плана специальности. И я поступила в Московский институт стали и сплава. Я проектировщик, изначально моя профессия. Но потом Лилия Исхаковна позвала в школу, потому что нужны были специалисты информатики. На тот момент уже у меня был 4-й курс. Я пришла учителем информатики. Естественно, я так и осталась вести здесь информатику. Вообще взаимодействие с детьми – это такая интересная вещь. Ты постоянно от них заряжаешься. Иногда говорят, что учителя вечно молодые, потому что они вечно с учениками всегда должны быть молодыми, потому что они должны быть на их волне. Допустим, был один поток, ты себя преподаешь в одном ракурсе, в одном стиле, приходит уже другой поток через 5 лет, и ты должна тоже вместе с детьми меняться. Если вернуть время назад, на тот момент, когда у меня было техническое образование и 2 ветви пути, техническое или педагогическое, я безоговорочно выбрала педагогическое, потому что за мной стоит большой тыл из всей моей семьи, которые мне помогут, мне подскажут, я горжусь ими. Я должна продолжить их дело.